Вот недавно я закончил свою очередную картину, называется «Находка». Вы спросили, откуда эта идея появилась, да? Вообще идея, 4 или 5 лет тому назад я прочитал в одной газете или в интернете, прочитал, что водитель маршрутки, у себя он в машине нашел, в маршрутке нашел, кто-то оставил, забыл сумочку, женскую сумочку. И там было денег там около 20, то ли 30 тысяч долларов, и паспорт там, и билет на самолет куда-то в Германию, ну, в общем, в Европу, да. И вот этот человек, который нашедший вот эту сумку, он через Facebook, через какие-то да, вот он нашел хозяйку этой сумочки и вернул. И мне было очень интересно, то есть мне было просто даже удивительно в наше время, когда идет гонка за материальным интересом, да, за деньгами или там, скажем, да, когда человек за какие-то тысячи сомов друг друга убивает, а он возвращает там огромные деньги. Ну, для тех людей, которые там с утра до вечера пашут на маршрутке, да. Вот для меня было вот просто для меня была это потрясающая история. Именно вот поступка этого человека была из ряда вон выходящей, да, в наше время. И вот на основе этой истории я написал сценарий и снял фильм вот этот. И основная идея, вот, как в наше время, да, вот, просто какие люди могут вот так вот поступать, вот такие поступки, да. И благодаря таким людям держится, наверное, мир. И вот об этом фильм. И как человек может сохранить свое лицо, человеческие качества. Человеческая алчность, да, сейчас уже не знает своего предела. Все хотят деньги. Сейчас миром правят деньги, правильно? Не человеческие качества, скажем, да, а все полностью деньги правят. То есть и человеком управляют, и государством, всеми управляют деньги. И вот на фоне этого сумасшествия, да, или там, я не знаю, как назвать его, наверное, я просто хотел узнать природу этого человека. Природу этого человека, когда вот, например, вся вот, например, да, вот в наше время люди, да, обучают, то есть учатся для того, чтобы зарабатывать больше денег. Вся образование, вся вот человеческое образование, скажем, знания, его жизненный опыт, все направлено на то, чтобы зарабатывать только деньги, правильно? Вот на этом фоне вот эта история, то есть вот этот, хотел показать вот этого человека, его природу, его поступок. Почему он вот так вот поступил? Ну, конечно, я вот просто, знаете, вот цель каждого фильма, цель каждого произведения, например, независимо от того, что он режиссер или писатель, да, он всегда пытается сказать свою сверхзадачу, донести до зрителя свою идею. Да? А в моем фильме, я думаю, дойдет до зрителя, потому что как раз таки все-таки сюжет вот этот, да, направлен на то, чтобы вот, показать, насколько вот мы теряем свою человечность и куда мы катимся, куда катится мир. Вот об этом, я думаю, наверное, дойдет до зрителя. Драма, да. Потому что любой сюжет, да, чтобы донести до зрителя или, скажем, до читателя, да, какую-то свою идею, всегда придумаешь какой-то сюжет. Через этот сюжет ты передаешь, то есть доносишь, да, скажем, зрителей, чтобы держать, или, я не знаю, там, держать перед экраном целый час или целый полтора, должна быть история, хорошая история, и в конце своя концепция, то есть идея. Вот через эту историю ты доносишь свою задачу, свою концепцию, свою идею, свои слова. А насколько она доходит, дошло или
это зависит от возможности художника, актера, режиссера. Я уже примерно я уже знал, кто будет играть. Это в главной роли у нас народный артист Егемберди Чалабаев, и его супруга сыграла Сайра Момунбаева, актриса. Оба они профессиональные актеры. Вот, и я думаю, они хорошо сыграли, хорошо справились. Ну, в основном я вот, знаете, я так считаю, я не ошибаюсь в своих при выборе актеров, я никогда не ошибаюсь. Может быть, иногда, может быть, не знаю, но я, по крайней мере, я так считаю, потому что всех возможностей наших актеров я хорошо знаю. Поэтому я заранее, когда пишу сценарий, я уже примерно вижу, кто может сыграть, кто может ту или иной образ создавать. Ну, редко бывает такое, редко бывает, поэтому я кастинг почти не делаю, потому что я часто хожу в театр и вообще наших актеров знаю. Да, к сожалению, в последнее время театры закрыты, молодых я не знаю, молодых ребят. Вот. Позапрошлом году начал съемку, в прошлом году я закончил, а в этом году весной мы хотели сделать премьеру, но, к сожалению, случилась вот эта пандемия, и она помешала не только нам, всем, поэтому все кинотеатры закрыты, и мы сейчас ждем такого удачное. То есть, ну, время, когда придет, наверное, покажем. Сама работа для меня очень интересна, сама работа, и неинтересно ничего не бывает. Поэтому, когда съемки идут, для меня все, процесс, сам процесс очень интересный. Оно очень творческое, очень как бы полностью поглощаешься в эту работу. И нет, такого не бывает. Почему? Потому что когда ты пишешь сценарий, за каждый вот там эпизод ты уже иную сумму уже закладываешь. Поэтому если тебе придется менять сценарий по ходу съемки, да, это будет уже в ущерб себе. Потом уже заранее подготавливаешь, договариваешься с локацией или там, не знаю, место съемки или там. Поэтому ну, желательно, чтобы не менять. Окончательно вот сценарий утвердили, и все. А вообще я вот все свои фильмы снимаю, то есть идею беру из реальных историй, да, на основе реальных историй. Ну, бывает, надо выдумывать, например, неизвестный маршрут, это все это выдумка. То есть оно было выдумка, но на основе как бы не столько история, а вот просто ну, пришлось вот отражать та ситуацию, или то время, которое мы прожили, или как раз тогда вот жили, вот политическую ситуацию хотел показать. Вот. А так, в основном, я беру из реальных историй, или там, скажем, судьба там, из реальных людей. Скоро, наверное, может быть, будем намечать, скоро вот осенью, в этом году вообще у нас юбилейный год для крымского кино, это будет 80-летие крымского кино, может быть, к тому времени уже будет готово, может, ну, желательно, наверное, будем показывать где-то в конце мая, если там у нас вот эта ситуация улучшится. Как и все режиссеры, как и все художники, хочется, чтобы там, не знаю, ну, все, наверное, почти хотят, чтобы какой-то там зритель получил какой-то эмоциональный заряд, да. Ну, а я лично хочу, потому что я всегда вот пытаюсь как бы донести до зрителей гуманные там какие-то мысли, чтобы зритель вышел, получил какое-то впечатление, хорошее, положительное впечатление. Например, бывают же фильмы очень такой агрессивные, да, боевики или там всякие эти, да, а у меня, наоборот, мягкие фильмы нравятся. Нравятся, например, те же режиссеры, которые там, гуманисты из Европы, Аки Каурсмяки, иранский режиссер Махмальбаев,
Мухсин Махмадов, Маджид Маджиди, из китайских режиссеров Чжаньмо, гонконгский режиссер Вонг Кар-вай, Аббас Киаростами, ну, вот такие вот режиссеры нравятся. Ну, их фильмы. После просмотра фильмов тех режиссеров, которые сказал, просто аура человека, наверное, очищается, что ли. Человек возвышается. Хочется как-то поступать и жить так же, как герои этого фильма. Просто очищается общество, человек. И каждому человеку оно оставляет какое-то впечатление, хорошее впечатление, положительное. Вот и мне тоже хочется вот такой вот реакцию, что ли, от зрителей. Пусть плохо подумают. Конечно, им нравится. Актеры, вот когда, если актеру роль не нравится, он начинает врать на экране. Его физика врет, органика врет. И сразу оно, ну, просто будет фальшь. И оно, да, зрителей очень трудно обмануть. И когда начинает зрителя обманывать, зритель не получит никаких удовольствий. Да, иногда бывает, фильм красивый, эстетическое наслаждение получаешь и выходишь, тут же забываешь. А есть фильмы, которые просто состояние есть, настроение есть, актер хорошо сыграл, он никогда не забудет. Не надо бывает, зритель выходит, говорит, он может рассказать историю. Историю может рассказать. А впечатление какое-то, эмоциональный заряд не получит. А иногда бывает, он не может рассказать историю. Он говорит, да, хороший фильм посмотрел, скажет. Хороший фильм. А о чем? Он говорит, да вот не знаю, но хороший фильм. Говорит. Потому что он получил наслаждение. То есть он какой-то эмоциональный заряд получил. К сожалению, у нас сейчас в основном, не знаю почему, столько потребностей. Вот, насилие, убийство, все это, не знаю, это очень сильно влияет на молодежь, на поколение, на общество. Хочется, чтобы этого меньше было. Вот я уже выше сказал, конечно, и мои фильмы тоже как бы об этом говорят, чтобы этого не было, да, насилия не было, чтобы было гуманизм, чтобы любили друг друга, чтобы любили природу, свою землю, в конце концов, да, свое государство, чтобы, ну, просто вот об этом. А, к сожалению, очень, но молодежь, я не знаю, но многие, вот, чтобы как-то зарабатывать деньги, идут на такие, ну, поднимают такие темы, которые на низменных чувствах играют. На низменных чувствах людей или зрителей они уже играют. Я сам обучаю, у меня есть курс режиссерский. И с самого начала у меня их я обучаю, как выбрать тему, какая тема актуальна, какие темы актуальны у нас в стране, в наших государствах, какие темы актуальны во всем мире, какие темы, например, актуальны в Европе, в Китае. Есть общечеловеческие темы, правильно? Сейчас самая важная тема, сейчас самая актуальная тема – это COVID, то есть здоровье, отношения людей, естественно, любовь. Вот вокруг этого, то есть, ну, ребят я всегда учу вот, выбирать темы. Есть определенная тема, не больше там 40 тем, да? А вот как подавать эти темы современным языком, чтобы оно дошло то есть до молодежи. Сейчас молодежь абсолютно, у них восприятие абсолютно другое, правильно? Вот. Надо угадать их восприятие, вот, то есть их вкус, в какой форме подавать. В наше время сейчас что важно? Здоровье, чтобы никто не болел, чтобы вот эта болезнь, черт возьми, это пандемия, чтобы быстрее она исчезла. И самое главное – любовь. Всем зрителям любовь.